Лига, где встречаются Солигорский Шахтер. Судьи сегодняшнего матча в поле будет встреча с Виктором Шимусиком определить, кто же начнет игру с центра поля. Это будет Хозяев, 5-й Вандерсон, 7-й Бруно Фарлан, 12-й Ковалев. На Зоке назад, Зоки уже накрывает Фурлан, Зоки передача назад. И Бонг с подбора наносит первый удар. Удар пришелся 75 минут. Матвейчик в центре находит и Бонга. И Бонг ждет подключения Балановича. Налево на Матвейчика. Подача в штрафную на дальнюю штангу. Гущенко головой играет неуверенно. Бьет Ковалев, заблокировано. Шибун на подборе. Вторая подача. Лаптев выпрыгивает. Гущенко кулаками из ворот. Зоки возвращает мяч в штрафную. Вновь Лаптев навязывает борьбу. И Адамович просто вперед лупит. Ковалев, длинная подача, удар к поворотам, и Элис Бакай головой наносит этот удар. Держали они победу. Неточная передача Шибуна на Старогородского. Старогородский удар поворотом с центра поля. Вы смотрите, что делает этот парень. Увидел, что делает ее албанец. В центр штрафной выпрыгивает. Сачивка, удар поворотом, штанга. Вот сейчас штанга играет за гостей. И непонятно, что делают футболисты Витебска. И тот же Гущенко. И в такой вот сутолке мяч залетает все же в ворота. Я, честно говоря, не совсем понял, что сейчас произошло в этом моменте. Александр Сачивка секундой ранее выпрыгнул выше всех, нанес удар головой в штангу, после чего на подборе оказался Сергей Матвейчик, нанес хлесткий удар в створ ворот Дмитрия Гущенко. Мяч летел ровно по центру, но Дмитрий как-то непонятно и сохранить мяч для себя. Золотов, Андерсон, Золотов уходит от соперника, играет в центр. Зоки просто-напросто длинная передача вперед, но длинная и точная. Лаптев там классно корпусом убирает Клопотского, мчится к чужой штрафной. Лаптев, прострельная передача или удар, скорее удар был поворотом в исполнении Дениса Лаптева в ближний угол, но не совсем удачно справился с этим мячом, точнее справился передать эти полномочия Матвейчику. Матвейчик на Лаптева, тут классно разворачивается от двух соперников, мчится к чужим воротам, играет в центр на Ковалева. Ковалев убирает на замахе Фичейна в центр на Бакая. Бакая на ударной позиции, удар поворотом, штанга, 2-0! 2-0, какое феноменальное и крутое начало для Солигорского клуба. Во втором тайме, 48-я минута, Элис Бакай после передачи Юрия Ковалева делает счет 2-0 и тут же бежит к сектору фанатов стадиона «Строитель». Но вот такая вот совсем плачевная ситуация становится для команды Есинского. Футболистам оказывают медицинскую помощь, но и перед этим всем у нас вместился гол. Лаптев тем временем спиной к чужим воротам под удар на Ибонга. Ибонг направо на Ковалева. Ковалев, прострельная передача верхом, удар поворотом выше наносит Элис Бакай. Счет 2-0 в пользу Солигорского Шахтера, и времени у Витебска становится все меньше и меньше. Но это очевидно. Ну, пока никаких просветов не видно. Может, в этой атаке получится у Витебска. Адамович играет направо на партнера, входит в чужую штрафную. Матвеенко, передача под удар к Вергейчику. И вот вступает в игру Климович. Вот смещается в центр, на ударную позицию ищет место и простор. Удар Козлова поворотом и 2-1. Вот так вот Михаил Козлов, 89-я минута, 2-1. Витебск делает, сокращает счет в матче. Ну что, поживем еще, поиграем. Будет еще у Витебска целая минута основного времени второго тайма и плюс время, которое добавит арбитр. Проспали сейчас, откровенно говоря, футболисты Шахтера. Они сейчас бегут вперед, будто это аут. Это у них даже не аут, а угловой у ворот. Климович грузит вперед. Там Адамович, Рыбак против Вергейчика, Зоки на втором этаже. Антон Матвеенко в центр. На Вандерсон, Козлов направо. На Скитова, Наумов, подача. На дальнюю штангу, 2-2. Вы посмотрите, отменен. Нет, стойте, отменен мяч, отменен. Никакого гола не будет. Шахтер ведет 2-1. По-прежнему рано радуется и вся тренерская скамейка Витебска. Ненад Адамович получает желтую карточку, а секунды ранее было положение вне игры. Шимусиком они это взятие ворот отменили. Климович длинным ударом вперед грузит мяч.
Николаевску навязывает борьбу. Там Ковалев, высоко прессингуют футболисты Шахтера. Витебская, Николаевского на правом фланге. И все, это победа для Шахтера. 2-1. Шахтер сегодня оказался сильнее.